Вы смотрите актуальное интервью на Якутия-24 в преддверии 73-й годовщины Великой Отечественной войны. Мы сегодня поговорим о социальной поддержке ветеранов ВОВ и приравненных к ним категориям лиц с министром труда и социального развития республики Александром Павловичем Михеевым. Александр Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Хотелось бы обсудить сразу самую актуальную тему. Накануне Владимир Путин подписал новый майский указ. Президент поручил правительству, в частности, снизить уровень бедности в 2 раза и тем самым увеличить до 2024 года продолжительность жизни россиян до 78 лет, а к 2030 и вовсе до 80 лет. Какие задачи в связи с этим ставятся перед вашим ведомством? Ну, Василий, в самом начале хотелось бы, конечно, поздравить в канун такого великого праздника наших ветеранов. Дорогие наши ветераны, от всей души поздравляю вас с праздником, с Днем Победы. Священный праздник. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба. Действительно, вчера Владимир Владимирович вступил в должность, все были свидетелями инаугурации его. И вот первый указ, который Владимир Владимирович подписал, это указ как раз направлен на стратегию до 2024 года. Для нас, для социального министерства, это, конечно же, основные задачи, которые перед нами стоят. Это демографическая, составляющая увеличения численности населения. В этой области проводится нашей республикой и нашим министерством, Министерством молодежи, политика для того, чтобы поддержка многодетных семей. Но я думаю, что это будет у нас еще совершенствование в соответствии с этим указом. Кроме этого, действительно, это очень важно, что продолжительность жизни граждан Российской Федерации должна увеличиваться. На сегодня наш регион является в Дальневосточном федеральном округе первым, наверное, регионом, где у нас продолжительность жизни свыше 70 лет. Но мы на этом не должны останавливаться, мы должны совершенствовать свою работу, чтобы наши ветераны жили дольше, и мы опирались на их опыт, знания. Ну и вообще мы должны над этим работать, конечно же. Ну и, конечно же, это обеспечение устойчивого роста реальных доходов населения. В этом плане тоже меры поддержки, которые предусматриваются в республике, у нас есть, но на сегодня я думаю, что в этой части и федеральными органами исполнительной власти, курирующие это направление, и нами в регионе будут приниматься решения, чтобы реальные доходы населения росли, а бедность снижалась. При этом работа нами в республике проводится. Это и социальные контракты, и различные выплаты для многодетных, для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому документ, который на сегодня Владимир Владимирович подписал, думаю, что это будет наш программный документ в течение 6 лет, по которому мы будем работать. Социальная поддержка для многих категорий и групп российских граждан – это, как известно, обязанность государства, но дело в том, что не всегда возможно разобраться в условиях и вообще в самих социальных выплатах. Какие меры социальной поддержки предусмотрены для участников и инвалидов Великой Отечественной войны сейчас? На сегодня, во-первых, было принято еще решение в 2008 году, что все ветераны Великой Отечественной войны должны быть обеспечены жильем. У нас в республике эта работа проведена. Все ветераны были обеспечены жильем, но при этом существует такая практика, что ветеран, приехав из другого региона на постоянное место жительства в республику, он не воспользовался в том регионе этим правом, и на сегодня эта работа нами продолжается. Поэтому с этой целью в республике у нас уже обеспечено 1400 ветеранов Великой Отечественной войны. И в этом году мы также планируем совместно с Министерством строительства обеспечить 3 ветеранов Великой Отечественной войны, которые приехали на территорию нашей республики, квартирами. Это первое, это основное жилье. Да? Второе, есть категории граждан, которые не могут по тем или иным причинам попасть под эту категорию. Поэтому с этой целью приняты меры по капитальному ремонту жилых помещений, в которых проживает гражданин, участник семьи такой. Да? И это
разовая мера на капитальный ремонт жилого помещения. В городах это составляет 180 тысяч, значит, в сельской местности 325 тысяч рублей. В этом году также, значит, заявительного характера, также, значит, приняты решения и будут обеспечены на капитальный ремонт 3 семьи. 2 городских и 1 сельская семья. Но кроме этого есть еще дополнительные, а основные, значит, меры – это различные выплаты, это, значит, ежеквартальные выплаты на удорожание продуктов, это ежемесячные выплаты на жилищно-коммунальные услуги, ежемесячные выплаты на, значит, дополнительно к пенсии. Значит, кроме этого, ежегодно в республике принимается решение к 9 мая выплаты участникам, вдовам, блокадникам, узникам, значит, разово к Дню Победы выплаты. Это выплата от 15 тысяч до 5 тысяч, в зависимости от категории граждан. Кроме этого, есть у нас еще и такая категория, как ветеран тыла, которые, значит, имеют право воспользоваться своими льготами. Там, конечно, немного ограничений есть, не такие выплаты, как у ветеранов, участников войны, но у ветеранов тыла также имеются выплаты, ежемесячная поддержка. А говоря о единовременных выплатах, к этому 9 мая уже сейчас получили ли ветераны эти выплаты? Да, значит, в конце марта Егор Афанасьевич подписал указ, где, значит, было предусмотрено, что у нас 953 гражданина должны получить такие выплаты, и на сегодня эти выплаты до 30 апреля произведены, то есть они поступили на счета получателей. Поговорим немного о ветеранских организациях. Вы не могли бы в 2 словах рассказать, чем они занимаются и, самое главное, какую поддержку оказывает этим самым ветеранским организациям республика? Хорошо. Ну, ветеранские организации – это, во-первых, самая массовая такая общественная организация. Мы понимаем, что, значит, граждане, вышедшие на пенсию, значит, они занимают активную жизненную позицию, значит, вступают в эти общественные организации. И у нас имеется, значит, региональная республиканская организация ветеранов, пенсионеров, значит, правоохранительных органов, который на сегодня возглавляет Иванов Илья Мачирович. Многие годы активно работал и на сегодня принимает тоже участие Слепцов Будимир Дмитриевич. Большое им спасибо за их вот такую позицию неравнодушную, потому что они, значит, организуют, консолидируют все организации, которые сегодня работают на территории республики. Потому что это у нас, назвал я, что это республиканская организация, но кроме этого у нас есть и муниципальные советы ветеранов в каждом районе, также есть и советы ветеранов поселенческого уровня. И на сегодня, конечно же, работа таких организаций, она важна, потому что, во-первых, они стоят на защите интересов, прав ветеранов. Затем они принимают активное участие в патриотическом воспитании молодежи, в школы приходят, проводят уроки мужества. И, конечно же, содействие нашего министерства с этими общественными организациями очень и очень тесное. Мы, значит, оказываем им и, значит, практическую, методическую помощь. Но кроме этого, наверное, самое главное, что ежегодно, значит, общественная организация республиканская получает субсидию из республиканского бюджета в размере около 10 миллионов рублей. Поэтому я думаю, что эта поддержка со стороны государства существенная. Ну и, конечно же, говорю, мы тесно, плотно сотрудничаем. И вот различные мероприятия, которые они проводят, мы принимаем участие. Мы мероприятия проводим, они принимают. Поэтому я считаю, что такие организации, они должны работать, и они должны поддерживаться со стороны правительства. Вернемся к теме социальных выплат. С 1 мая минимальный размер оплаты труда увеличился до 11 163 рублей. Это в Российской Федерации в целом, а в Якутии с учетом северных надбавок и северных коэффициентов этот размер еще более увеличен. На какие социальные выплаты повлияла МРОТ, кроме самих заработных плат?
Да, значит, в 2018 году с 1 января, в принципе, произошли существенные изменения в размере минимального размера оплаты труда. Ну, в нашей республике с 2014 года минимальная заработная плата соответствовала прожиточному минимуму. В 2017 году эта величина равнялась 17 388 тысяч. В связи с решением на федеральном уровне принятия, что минимальный размер оплаты труда должен соответствовать 85%, и с решением Конституционного суда от 7 декабря, что на минимальный размер оплаты труда должны начисляться северные надбавки и коэффициенты, величина минимального размера оплаты труда с учетом этого решения превысила размер минимальной заработной платы в республике, и мы подписали соглашение трехстороннее о социальном партнерстве с работодателями, профсоюзами правительства, что, значит, на сегодня у нас не минимальная заработная плата в республике, а минимальный размер оплаты труда с учетом коэффициентов. Поэтому размер, который сегодня получают с 1 января и с 1 мая, 100% величине МРОТ, величине прожиточного минимума в Российской Федерации, это очень существенно. Но кроме этого необходимо отметить, что вот действительно многие, значит, интересуются и связывают вопрос, как влияет увеличение МРОТ не только на выплаты по заработной плате, но и на другие выплаты. Необходимо здесь отметить, что увеличенная МРОТ, она влияет, конечно же, на выплаты, значит, по временной нетрудоспособности, по, значит, родам, по уходу за ребенком, ну и связанные, значит, с такими негативными моментами, которые мы стараемся избежать, это производственный травматизм и профзаболевания. Вот на эти выплаты величина МРОТ оказывает влияние. А какие объемы средств предусмотрены на повышение МРОТ, в частности, в республике? В республике, значит, ну вообще потребность республики на сегодня у нас составляет для всех категорий, которые работают в бюджетной сфере, получая заработную плату из бюджетов всех уровней, значит, республиканских и муниципальных, составляет 4 миллиарда 52 миллиона. При этом, значит, на сегодня мы получаем поддержку от федерального центра в размере порядка 1 300 миллионов, и в республике предусмотрено 2,5 миллиарда. Поэтому все потребности как бы закрываются. Александр Павлович, огромное спасибо за беседу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был Александр Павлович Михеев, министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия. В эфире было актуальное интервью. Оставайтесь на Якутия 24.